Медицинские работники, которые решили поработать в сельской местности, получат дополнительную материальную поддержку. Врачам в возрасте до 45 лет выплатят 1 миллион рублей на обустройство, при условии, что они будут обслуживать местных жителей последующие 5 лет. Об этом сообщили на заседании правительства республики. Несмотря на то, что предыдущий год выдался сложным, социально-экономическое развитие Северной Осетии осталось на достойном уровне. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 15% и составил более 36 миллиардов рублей, а средняя заработная плата за предыдущий год – 20 269 рублей. Также на заседании внесли изменения в закон об организации ремонта многоквартирных домов. Владельцев квартир освободят от уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт, если с момента сдачи постройки в эксплуатацию не прошло более 5 лет. Связано это с многочисленными обращениями граждан к региональному оператору. И, в принципе, они имеют под собой основу, потому что первые 5 лет после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома генподрядчик несет за него ответственность. То есть все мероприятия, которые бывают связаны с текущим ремонтом, или если, не дай бог, возникает капитальный ремонт за столь короткий срок, то генподрядная организация обязана это привести в соответствие. В России начала работу национальная система платежных карт, которая теперь будет обрабатывать все внутрироссийские банковские операции. Вопрос создания НСПК встал после того, как из-за санкций международные платежные системы Visa и MasterCard перестали проводить операции клиентов двух российских банков. Получилось, что американские расчетные центры заблокировали для россиян возможность расчетов не только за границей, но и внутри страны. Отныне внутрироссийские расчеты по картам международных платежных систем обрабатываться будут в России. Крупнейший банк Сбербанк уже подписал соглашение, которое позволяет проводить расчеты с картами. Перевод процессинга по внутрироссийским операциям Visa и MasterCard на территорию России является условием их признания национально значимыми платежными системами. Это освободит их от уплаты обеспечительного взноса в Центробанк. Сбербанк России совместно со своими партнерами, международными платежными системами Visa и MasterCard завершил процесс присоединения к национальной системе платежных карт. С 1 апреля Сбербанк приступил к обслуживанию международных банковских карт через национальную систему, тем самым обеспечив большую надежность для наших граждан в работе с банковскими картами. С апреля текущего года повысилась оплата за детский сад. Теперь родители должны отдать на 160 рублей больше. Однако нововведение не распространяется на льготников. Всего их 2800 по всему Владикавказу. Оплату за пребывание детей в дошкольном учреждении повысили впервые за последние 3 года. Она была 990 рублей в месяц, теперь эта сумма составляет 1150 рублей. Отметим, что государство гарантирует компенсацию в размере 20% от стоимости оплаты за одного ребенка, 50% за 2 и 70% за 3 и более детей. Добавим, родительская оплата во Владикавказе остается самой низкой на территории всего Северокавказского федерального округа. Подобное повышение родительской оплаты, оно несущественно, практически 160 рублей, позволит дополнительно привлечь в течение года порядка 10 миллионов рублей, что пойдет на развитие муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В данном случае это вопросы повышения качества питания, витаминизации питания и хозяйственных расходов. Более 90 миллионов рублей выделено на приобретение квартир для сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Во Владикавказе состоялось заседание межведомственной комиссии при правительстве Северной Осетии. Чиновники отметили, что в прошлом году обеспечить жильем удалось 76 сирот. Всего в республике зарегистрировано свыше 1000 детей, живущих без родителей. Из них 728 имеют право на собственные квартиры. В 2015 году предоставить жилье получилось лишь 79 сиротам. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 60 миллионов рублей, еще 33 из федерального бюджета. Отметим, что по условиям программы квартира переходит в собственность только через 5 лет. В течение 5 лет мы смотрим, контролируем, наблюдаем, как себя ведут лица, получившие это жилье. То есть, если все там нет никаких проблем, мы работаем, мы их сопровождаем. Это называется у нас постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если эти лица зарекомендуют себя в течение 5 лет нормально, то мы с ними заключаем новый договор и передаем им это жилье.
В Центре развития творчества «Заря» прошел второй республиканский конкурс военной песни «Великая Победа». 25 участников выступали в двух номинациях – солист и вокальный ансамбль. Среди конкурсантов – молодые люди из профучилищ и колледжей республики в возрасте от 14 до 25 лет. Оргкомитет определил компетентное жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты Северной и Южной Осетии, представители Министерства образования и науки республики. Студенты исполняли песни военных лет. У меня у самого дедушка воевал, я знаю это не понаслышке, он мне много всего рассказывал. Когда я послушал эту песню, я понял, через что прошли те люди, которые были участниками этих событий. Я считаю так, что таких конкурсов должно быть побольше, чтобы молодежь наша могла представлять, через что прошли наши старшие, наши деды. Один из самых талантливых поэтов Северной Осетии празднует свой юбилей. В Центральной городской библиотеке прошел творческий вечер Станислава Кадзаева. Член Союза писателей республики, автор 3 поэтических сборников. На его стихи написано более 30 песен, в которых отражены лучшие национальные традиции. Также Кадзаев известен как выдающийся радиожурналист. На литературном музыкальном вечере, посвященном 60-летию поэта, собрались деятели культуры. Осетинские поэты и журналисты поздравили юбиляра. Городская библиотека подготовила для именинника особый подарок – книгу о жизни и творчестве осетинского писателя. Кадзаев – это великолепный поэт. Это поэт от Бога. Поэт, который действительно в каждое слово вкладывает душу, огромный смысл. Кадзаеву я пожелаю одного – продолжать в том же духе. И, конечно, чтобы он видел, что его родной язык востребован все больше и больше среди новых поколений.